ходе своего рабочего визита в столицу Российской Федерации президент Абхазии Аслан Бжания изъявил желание лично поблагодарить представителей московской абхазской диаспоры за вклад по борьбе с вирусной инфекцией COVID-19. Руководству и членам оперативного штаба по сбору и доставке гуманитарной помощи в Абхазию в период острой фазы пандемии Аслан Бжания вручил почетные грамоты. Глава государства отметил, что ситуация с распространением вируса в Абхазии все еще остается сложной, и этой проблеме была посвящена часть встречи с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Россия и впредь будет оказывать помощь в борьбе с пандемией, заверил Аслан Бжания. Президент также отметил, что будет решен вопрос поставки в Абхазию российской вакцины. В разговоре с министром здравоохранения и в администрации президента наши российские друзья выразили готовность оказать нам поддержку в плане поставок вакцины. Начнем, видимо, с определенной категории граждан, с врачей, с теми, кто непосредственно работает с больными, и с другими категориями. Будет определенный график. Будем просить наших российских коллег продлить время нахождения российских врачей военного госпиталя. Сейчас это пока до 15 января, а далее, я думаю, что нам пойдут навстречу и до того этапа, пока проблема не снижится, я думаю, что российские врачи будут находиться у нас. Аслан Бжания проинформировал актив московской диаспоры по другим встречам в правительстве России. Все эти контакты, как отметил президент, стали возможными после недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным, который дал прямые указания ведомствам по решению накопившихся проблем. Самое актуальное из них, наряду с пандемией, это состояние энергетической отрасли страны. На решение этого вопроса потребуется не 1 десяток миллиардов, а по срокам не меньше полугода, подчеркнул Бжания. Сейчас у нас ситуация такая. За 2020 год, за январь-февраль и 2 недели марта мы задолжали около 600 миллионов рублей Российской Федерации. Российская Федерация осуществляет переток по цене 2 рубля 70 копеек. В феврале, ориентировочно это будет 15 февраля 2021 года, станция становится, не станция, а деривационный канал становится на ремонт примерно на 3-4 месяца. Источник финансирования не определен. Это будет стоить примерно, как минимум это будет стоить 1,5 миллиарда рублей, а может быть даже чуть больше. Но разговор был примерно такой. В 2017 году в острой фазе был вопрос, имеющий отношение к энергетике. Вы, наверное, это помните, когда парламент принял закон, там был некий подход, который был выработан Министерством энергетики Российской Федерации. Но после этого все застопорилось, и сегодня ситуация в энергетике стала еще хуже, чем 3 года тому назад. Аслан Бжания рассказал и о своей встрече с министром транспорта России, в ходе которой обсуждалась перспектива открытия Сухумского аэропорта. Президент отметил, что есть инвесторы, которые берут на себя капитальный ремонт здания аэропорта, и определены также примерные сроки начала функционирования воздушного сообщения. Продуктивными назвал президент и встречу в Министерстве сельского хозяйства, в которой принимал участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуам. Как известно, в данное время существуют проблемы с вывозом из Абхазии цитрусовых. Наряду с этим есть вопросы, связанные с функционированием контрольно-пропускного режима на границе по реке Псоу. Обговаривался также вопрос капитального ремонта пешеходного моста, соединяющего Абхазию и Россию. Президент отметил, что в российском правительстве обсуждался вопрос сотрудничества по линии МВД. В частности, сотрудникам правоохранительных органов будет повышена заработная плата на 80%. В ходе рабочего визита президента в столицу Российской Федерации обсуждался вопрос железнодорожного кредита, который Абхазия все еще выплачивает. По словам Аслана Бжания, есть договоренности о списании остатка этого долга. Глава Абхазии отметил, что по результатам визита в Москву поднимался ряд других актуальных вопросов, в решении которых Россия также будет оказывать помощь. Аслан Бжания ответил на вопросы участников встречи. Они, в свою очередь, касались вопросов сотрудничества Абхазии и России по разным направлениям. Нона Кукускир, Абхазское телевидение из Москвы.